Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Обращаюсь в очередной раз, как мы делали это буквально недавно, и как буквально недавно об этом сообщила пресс-служба батальона имени шейха Мансура, который сегодня воюет против русских оккупантов. Мы хотим в очередной раз сообщить, что да, мы в очередной раз получили информацию, что российские спецслужбы могут и, возможно, хотят провести провокации на территории европейских стран и использовать имя чеченцев, как они всегда это делали. Мы знаем, что такое Россия, мы знаем, что из себя представляют российские спецслужбы и что они могут делать, и мы об этом всегда говорили. Их методы, их грязные методы, каким образом они использовали чеченцев, имя чеченцев в своих грязных провокациях, направленных против нашего народа. Это может быть все, что угодно. Вы помните, как Россия отравила Литвиненко в Лондоне с использованием запрещенных отравляющих веществ. Вы помните, как они убивали наших политиков, к примеру, как убили Зелимхана Яндарбиева, подорвав его автомобиль, в котором также находился его сын. Вы помните, как были убиты некоторые наши активисты, чеченцы, в разных городах, в разных странах, скажем, в Берлине, в Германии, а также в Вене, в Австрии. Был убит еще активист во Франции, в городе Лиль, и были другие попытки. Я не буду все перечислять, но также этим обращением я хочу подчеркнуть и сообщить, что такие акции возможны со стороны российских спецслужб. И хочу обратиться к нашим соотечественникам, к нашим братьям и сестрам, чтобы они были бдительны, чтобы они были осторожны, чтобы они сделали все, чтобы их никуда не вмешали и не были использованы. Сегодня мы живем в тяжелое для нас время, когда Путин и его спецслужбы делают все, чтобы уничтожить наш народ, уничтожить не только физически, но и таким образом, то есть очернить нас. И они это делают разными методами, скажем, такими провокациями, где используют своих агентов, своих лояльных людей. Эти люди направляются в другие страны или там города, и где совершают какие-то провокации, чтобы очернить чеченцев. А также Путин, как мы знаем, руками предателя чеченского народа Кадырова и других пытается убить чеченцев. Как мы об этом всегда говорим, он насильно принуждает воевать чеченцев против Украины. И в свете всех этих событий сегодня возможно такое, и у нас действительно есть такая информация, что российские спецслужбы хотят провести такие акции. Я обращаюсь ко всем, что если что-то будет такое проведено, будет проведена такая провокация, я хочу сказать, что мы против каких-либо провокаций, мы против убийств, мы против террора и всегда выступали против всего этого, так же, как и выступали и говорили наши лидеры. Мы за мир во всем мире, мы уважаем те страны, в которых мы проживаем, мы уважаем их законы и будем уважать. И мы благодарны этим странам, что эти страны приняли чеченцев в качестве беженцев. И эти люди
были вынуждены покинуть свою родную землю и бежать от террора России и их приспешников. Но наступит день, когда люди смогут вернуться домой, на свою родину, жить на своей родине, когда будет свергнут этот варварский режим Путина, который сегодня проявляет и совершает вот такой террор и пугает других людей, другие страны открыто и делает это открытым образом. Вот. И мы надеемся, что наступит мир и на нашей земле, и этот варварский режим будет остановлен и разрушен. И больше не будет таких провокаций со стороны российских спецслужб. Спасибо за внимание.